Ну и снова здравствуйте. Четверг, 25 мая. Лето на севере продолжается. Расцвела наша красавица черемуха. Запах вы просто не представляете. Какой аромат идет. Вот такая вот красота. Дай бог, чтобы не было сильного ветра. Дай бог, чтобы все хорошо завязалось. Вон сколько соцветий. Это еще впереди все будет цвести, цвести. Вот черемуха, вот черемуха. Кругом у нас вокруг дома везде черемуха. И просто благоухающий аромат. Ну, просто это надо чувствовать, это надо видеть. И вот наши тюльпанчики. Второй желтенький открылся. Красотулечки. Красненькие вот. Все обалденно красиво. Радует глаз. Марья Моль. Скоро вот тоже набухли уже бутоны. Скоро появится. Все цветет, все на глазах. Если неделю назад я вам показывал, что только-только травка позеленела, то сейчас уже вот местами травку мы видим на 25 мая. Вот особенно это уже практически, ну не до колена, но больше 20 сантиметров, уже сантиметров 30, наверное, выше даже местами. Скоро уже надо будет это все выкашивать. Вот, это коротко то, что творится у нас с северной природой, красота вот такая. Ну а мы выдвигаемся на проверку наших продольников и берем сегодня большое ведро в надежде на хороший улов, так как вчера мы вечером насадили все на живца, на голяна речного. Я так думаю, сегодня должно быть все хорошо. Немножко, правда, припозднились, надо было, конечно, чуть пораньше, но поймите меня правильно, жизнь в деревне — это не то, что вы думаете. Все хорошо и красиво. Тут еще надо и поработать. Кроме этого, работа на канале. Это монтаж фильмов, обработка, загрузка. В общем, засыпаю с ноутбуком, просыпаюсь сразу же за ноутбук. Вот только что вот тоже приготовили ролик, поставил на загрузку. В общем, занимаемся также и работой на канале. То, что тоже занимает очень много времени. Ну а как? Только так сразу мы едем на рыбалочку, на проверочку. Сегодня сделаем по плану 2 проверки. Сейчас проверим с утра. Надо наловить опять же уже живцов. Дополнительное время на это тоже будет тратить. Вчера поставил ловушки. Поехали посмотрим, что у нас на ловушках, что у нас вообще, и как вообще, и где вообще, и почему вообще, и зачем, и все, и как. Все покажем и расскажем. Погнали. Ну вот мы и на речке, на реке Печора. И что мы видим? Мы видим, что вода с вчерашнего вечера еще упала. Я вчера по приезду уже переставил эту метку. Примерно вот отсюда сюда отметку сделал. Вот. Сейчас еще переставляю. Вода, получается, стремительно падает. Очень и очень быстро. С одной стороны, это хорошо. Мы боялись в половодье, что надо будет поднимать продольники. Этого уже не будет, скорее всего. По-любому будет еще, наверное, 3-я вода, я так думаю. Но она уже таких высот не достигнет. Так что погнали. У нас, наверное, и ловушечки у нас уже высохли на суше. В общем, что гадать, поехали посмотрим. Там все сами увидим. Тем временем вижу, появились наши утопленники. Вот они, ловушки на малька, которые были утонули. Но до сих пор еще глубоковато. Получается, я их устанавливал, вода еще больше была. Ёшкин-то кот.
Что-то даже там есть. Два маленьких окушочка. Но вы не живцы. Идите плавайте. Так. Пожалуй, я их отсюда сейчас уберу. И поставлю тоже туда куда-нибудь. Поднял ловушки. Один ёршик небольшой был. Попробуем на крупный крючок закинуть. Поехали. Вот и приехали. Так, если такими темпами будет вода падать, то завтра мы сюда уже не заедем. Ловушки надо будет переставлять. Ладно, думаю, до вечера еще воды немного будет. Посмотрим. Не хотелось бы, конечно, терять времени на бредень. Да и надо будет раздеваться. Дай бог, чтобы в ловушку что-нибудь да попалось. Малек возле берега есть, это уже хорошо. Пойдем посмотрим. Ну вот, как мы видим, насколько упала вода. Наши ловушки. Так, вижу мальков. Это уже радует. Это уже хорошо. Вот так вот. Мальки есть. И мальков немало. Вон, смотрим. Отлично. Ну вот. Это уже хорошо. Это мы сейчас переставим куда-нибудь ловушечку. Все ловушки будем переставлять на более глубокие места. Нам уже вот этого хватит на проверку. Смотрим вторую маленькую ловушечку. Как мы видим, здесь тоже вон влетело не меньше. Отлично, Янцкадан. Ну а эти ловушки почему-то плохо залезают. Ну посмотрим. Может быть, что-нибудь да залезло. Не. Ну вот я не знаю почему, но в темные ловушки вообще не хочет
рыба залезать. Тут буквально пару штук. Вот. Опа, еще и прибил, блин, кого-то. Наверное, не идет почему-то в темные бутылки. Малек вообще не идет от слова совсем. Так что, если будете делать ловушки, делайте ловушки из прозрачных бутылок, но никак из коричневых. В коричневой бутылке малек не лезет. Так. Ну что, друзья, все не зря. Не зря сюда вчера приезжали, не зря старались. Как мы видим, живец. Хватит нам на утреннюю проверку, хватит на вечернюю. Будет даже запас небольшой. Сейчас мы эти ловушечки закинем куда-нибудь поглубже и поедем проверять наши продольнички. Так, ну что, начинаем. Не знаю, как вы, друзья, но я в предвкушении хорошего улова сегодня. Запас мальков у нас есть. Вот даже вчерашние немножко остались. Главное сейчас вовремя воду менять, чтобы они не окочурились. Так что пока пусть они поживут в большом ведре, чтобы не выпрыгивали. Начнем урожай собирать сюда, а там видно будет. Все-таки гальян должен сработать. Так, первый продольник есть, но один. И что самое интересное, есть даже гальянчики на крючках. Вот этого я не ожидал. 2 гальянчика осталось. Остальные съедены. Так, сегодня я с очком. Так что шансов, друзья, у вас нет. И есть, конечно, небольшой. Намного меньше, чем был вчера. Начало есть. Первый пошел. Не пусто, уже хорошо. Меняем мальков, которые остались. На дохлых мальков рыба у нас не клюет. Некоторые даже живые. Вон видно, что покоцанные мальки. Белого нету. Туман у нас в Троицке. Так что пока этих мальков выкидываем. Даже кормить некому. Чувствую натяжечку, хорошую натяжечку, хорошую. Что-то тяжеленькие. Блин, все мешается, все мешается. Так, раз, язь. Там по-любому не один он. Да посмотрим, попробуем, что у нас получится. Два. Так, пока двое. Там еще есть. Двое уже хорошо. Раз. Два. Язихи, язихи. Пока еще идут с икрой. Потом вот они пройдут. Буквально через неделю будут уже пустые. Так, 2. У нас там еще что-то есть. Видно, да? Так.
Куда пошел? Куда пошел за мотор? Вот, блядь, хитрый, а. Хитрец, блин. Спрятался за мотор, блин. 3. Вот здесь уже веселее. 3 озечка. Янцкадан. Янцкадан, Янцкадан. Все, дальше все как обычно. Вон. Еще один продольник, и воду надо будет менять, чтобы мальки не подохли. Натяжечка есть, хорошая натяжка. Так, что там у нас? Вижу язя. Ух ты, ух ты, ух ты. Иди сюда. И там он не один. И там он не один. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем их половить. 2. Ну, 2 тоже неплохо. Два язя. Язиха. Вот маленькое ведро быстро и наполняется уже. Быстро. И заметьте, нет, вот один единственный малек еще живой. В тенечек сюда его закинем. Все крючки пустые, получается, везде тут сидел язь. Просто остальные сорвались, а вот 2 осталось. А с червями было бы, ну не знаю, что было бы с червями, но по крайней мере шанс то, что мелочевка всякая, окушки там, ерши позбивали бы. Это точно. Да и мальками смотрите, как быстро наживлять. Вон. Взял, воткнул, проткнул между позвонковым и плавником, закинул. А червя пока ты насаживать будешь, пока, если маленький, то второго. Муторно, долго это. Руки грязные, блин, мотор грязный, все. Заусеницы потом, вот ногти, пальцы, все это болят потом. Мальками раз. Быстро, удобно, хорошо, чисто. Красота вообще. И эффект даже получше, чем на червей. На червей обычно ловим первое время, пока вот этот малек живой, его оставляем. И рядышком вот небольшого малечка для, так сказать, для веселья ему, для коррекции добавим. Так что с мальками жизнь веселее. Главное их добыть, сохранить. Что немаловажно, тоже нужно уметь. Даже элементарно в лодке они подохнут за 5 минут, если, допустим, вовремя не поменять воду. Вот у меня здесь постоянно вот такой вот бачок, чем я воду учерпываю. Опа. Старую воду убрал, новую воду добавил. Все, пару продольников можно проверять смело. Так,
Но здесь от кустов далеко, можно с этой стороны покидать еще. Раз. Ага. А ну, ух ты. Прямо с первого крючка я это вижу. Он не один. Раз. Идет второй. Два. Ага, там еще есть. Но пока разделаемся с этими. Иначе они тут все запутают. Раз. Два. Так. Ну. Блин, забыл зачок подтянуть. Так, что там у нас еще есть? Ушел еще. Вот он здесь пока еще. Три язя. Ну вот, как я вам говорил. Проверка пошла веселее. С живцами-то. Три яздечка. Янскадан. Веселее. Дальше все как обычно. Ладонь маленькая слишком. Так. О, натяжка есть, это уже хорошо. Что-то там есть. Это что-то, скорее всего, язь. Такая добротная натяжечка. Тянет вниз. Что-то хорошее или их двое? Ага, подошел. Раз. Их двое. Тихо. Опа, ушел. Здоровяк ушел. Ну никак, он уперся, блин, не хотел в лодку даже идти, блин. Как будто что-то держит, еле-еле тянул даже, блин. Уперся, ни в какую не хотел в лодку идти, в итоге губа оборвалась. Я ушел. И там что еще? И там еще окушочек. Позарился тоже на малечка. Ну скажи, я тоже хищник, да? И вот окунь сразу заглатывает и подыхает. Так что с окушками надо почаще проверять. С окушками. Вообще надо, по идее, почаще. 3 раза в день. У нас времени столько нету. Там пока проверим, потом с этой рыбой все разделывайся пока. Ой. Вот если была бы Валентина здесь, можно было и 3, и 4 раза проверять. Но я пока здесь один, со всеми заботами, хлопотами. Один на один
со всеми проблемами. Нифига себе в кусты затянуло. Наверное, опять зацеп. Нет, пока идет. Зацеп. Ух ты, какой ты буйный, какой ты буйный. Чего же такие буйные-то все? Опа. Здоровяк какой. Самец. О, какой хороший самец. Шершавенький. О. Гладенький, шершавенький. Так, этих спокойных можно туда. Этих буйных сюда. О, какой буйный, о, какой буйный. Молодец, молодец, хорошо, хорошо. Успокойся, успокойся. Один. Он как затащил куда, а? Вот такие вот здоровяки и путают потом продольники об кусты. Так, что мы видим? Вода нагрелась, кислороду мало. Нате вам, друзья, свеженькие водички. Куб. Нате. Сейчас вам водичку поменяем, чтобы вам жилось комфортно. Вон, в жабрах очень много мелких дождевых червей в воде плавает. Сейчас вот выпустили. Находят же. Вот так вот. 3 ковшика туда. Пару ковшиков сюда. И парочку продольников можно проверять смело. И солнце еще нагревает воду, из-за этого быстрее кислород пропадает. Разбушевались, понимаете ли. Вот прямо здесь где-то недалеко. Раз. Блин, второй хороший. Надо было второго. 2. Так. 1, 2. Еще походу что-то есть. Вижу. Ох ты! Ох ты! Красавец окунь! Я думаю, сначала не понял, что за рыба. Кстати, прошлый окунь был 670 грамм, который здоровячок-то был. Этот такой же, ну чуть-чуть, может, меньше. Полкило есть точно. Он такой вот красавец окунь. И попался снизу он. Атаковал малька и забагрился. Вон какой красавец окунь. С язя ростом, блин. Так, отлично, отлично, Янскадан. Так, и скоро нам придется перетаривать мальков туда, рыбу сюда. Как я и говорил, 20-ка
По прогнозу, не знаю, полный, не полный, но пол-20 будет уже железно. Пока здесь малькам комфортнее, еще пару продольников проверю, потом будем перетаривать. Так, ох, тут налимчик, налимчик. Ушел, что ли? Опа, есть. Ах, Янцикадан. Давненько не было налимчика уже. 3 проверки, наверное. Этот килограммчик, наверное, килограмм, кило 200. Ну, желанный, долгожданный. Так. Там, кстати, еще что-то есть. Что, надеюсь, эти успокоились? Не совсем. Все. Тихо, 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 тихо. Тихо. Вот такой вот налимчик. Жарешечка. Небольшая, но вкусняшка. А я уж думал, все, сезон налимов позади. И один окушок. Кто-то там дергал. Язёк, видать, получше. Но, видать, сошел. Янцикадан. Больше всего рад я налиму. Налим в жареном виде номер 1. И уха с него номер 1 тоже. Кто бы что ни говорил. Вкуснейшая рыба. А многие почему-то не едят. Говорят, типа, что налим трупами питается, утопленниками, типа. Это сколько же должно быть утопленников в реке, чтобы налим ними питался. Это 0,001 тысячная какая-то, может, процента. Когда-нибудь налима попробует утопленника. И то навряд ли. Наш налим печорский тухлятиной не питается, ему только живого подавай. А если так рассудить, вся рыба ест утопленников. Вся. Вот. Летом сунешь, залезешь в воду, вот эти мальки уже начинают тебя кусать. Живого. Как пираньи, блин. Здорово. Клюет? Я окунь, вот налимчик иногда. Ну сейчас уж второй, вчера вечером и сегодня, а сейчас на малявку, а так до этого червей. Кормит. В среднем ведро проверка. Нормально. Позавчера на это снять курью ездили, белуга. Вчера были затоплены, тоже окуня хорошо взяли. О, клюет, 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 опять запутал, об веревку, видать. Ага, вот он здесь. Да ёшкин ты кот. Закрутила в веревку и долбит, блин. Вон. Так, ладно. Поднимем груз, чтобы дальше ничего не запутывать. Там, кстати, кто-то у нас еще есть. Еще язычек в конце.
И заметьте, буквально 1-2 малявки остались, остальное все съедено. Все. Так что язь на реке есть. И язь хочет есть. Да там еще не один, там еще один есть. Два. Итого 3 язя. Получите, распишитесь. Вот такие вот небольшие язечки. Самое то на консервы. Скоро надо будет замутить автоклав, поделать консервы немножко вот с такого именно язя. Язя мы уже посолили. Ведерочка 3, наверное, уже получается, 20-очки. Еще если ведерочкой, можно потом делать это для копчения. Дальше надо будет заниматься заготовкой язя для фарша, ребрышки, консервы. Этим очень долго заниматься, так что подождем Валентину, когда приедет, и вместе как-то будет побыстрее этим заниматься. Под мотором, что ли? Точно, блин. Так, что у нас? Вижу язя, вижу окушка. Язь буйный. Окушок так дойдет. Так. Ну, распрыгались, понимаешь ли. Полезай здесь, попрыгай, если хочешь. Все, поднимается ветерок. Хорошо, что южный. В северном были бы проблемы уже. С южным хоть лодку не так крутит. И волны поменьше. Немножко уже осталось. Вот это крючок. Опа. Опа. Дадим шанс, которым он не воспользовался. И все, и больше никого. Да хватит, блин. Успокойся уже. Ну, не пусто, и то хорошо. А мальков нет, смотри, всех мальков почикали. Это на каждом крючке, получается, был язь. Надо почаще проверять просто. А чаще некогда.
Проверим, потом воду поменяем. Мальки начали подыхать. Вода нагрелась, кислороду не хватает. Зацеп об кусты. Зацеп об кусты. Сейчас будет обрыв. Блин, вот здесь рыбачили, об кусты не цеплалось. Начал ближе к середине выносить. Пошли кусты. Опа, отцепились. Отцепились. О, даже там язь. Вот кто виновник торжества. Вот кто в кусты завел. Иди сюда вместе с кустом, блин. Вот он, наш хулиган. Вот такие вот в корневище заводят. И получается так. Ну что, все, наверное. Эти будут уже выпрыгивать. Сидеть. Все, первым делом меняем воду, иначе мальки за 3 секунды сейчас подохнут. Сразу немножко свеженький дадим. Глоток свежего воздуха. Вот сейчас вот воду не поменяю, они буквально за 3 минуты все поднимутся кверху брюхом. Потом вот так вот тепленькую выливаем. Мальки отпускаются на дно. Просто все эти манипуляции удобнее проводить с большим ведром. С маленьким не так удобно. Вот по этой причине как бы. А больших ведер уже у меня мало осталось. Каждый год покупаю по 2-3 ведра. И что-то приходит в негодность. Сейчас вот в 3 ведра. Вот таких ведрах я засаливаю рыбу. Очень удобно. На 20 литров рыбы килограмм соли. И получается норма. Так, у нас небольшая авария. Зацепил. Дунул резкий боковой ветер. Немного не подрасчитал, зацепил продольник своим же якорем. И теперь у меня сплошная трутота. 2 продольника вместе. Этот придется поднять. Потом поднять якорь. Ну, в общем, кучу лишних телодвижений. Так, здесь у нас где-то язь был. Здесь где-то был язь. Видел, барахтался. Вот из-за этого я не люблю вот эти ветра и все такое. Так. Ну где ты там? Иди сюда. Иди сюда. Иди отсюда. Сильно не путай. Так. Все. Теперь наша задача не запутать тот продольник. Ох, ветер, ветер, не мог ты подождать немножко. Ладно, разберемся. Так, смотрим, чтобы не запутать тот продольник. Нормально. Все. Теперь отъезжаем и перекидываем его куда-нибудь в другую сторону. Раз. Вот так вот. Вот так вот. Вот этот наш последний крайний продольник, который всегда радовал уловом. Посмотрим, что он даст нам сегодня.
Так, натяжечка есть. Небольшой язычек есть. Раз. И там еще что-то вроде бы есть. Сейчас сначала этого снимем. Этого буйного. Так, попрыгай пока здесь. Так, ага, вижу. Вижу. Вот она, моя хорошая. Вот он, мой хороший второй язычек. И сошел с очки. Так. Что, язина-абразина? Посидите покатать. Ведро пока занято. Так, еще у нас остался один продольник. Ну, немножко прогноз не сбылся. Ведра полного 20-ки не будет, наверное, все-таки. Да нет, конечно. Но половина будет, как обычно. Ведро поймали. Поздно приехали, долго спим. Хотя, ничего не долго. Встали мы рано. Смонтировали ролик, поставили на обработку. На это все ушло около 3 часов. Начал монтировать ролики уже про продольники. Закончили с весновкой. Когда я все это буду делать, уже неделю рыбачил, не знаю. Будем стараться любую свободную минуту. Опачки, опачки. Опачки, вот именно. Так, ну что скажем? Пусто, что ли? Хо-хо-хо. Да. Бывает и так. Ну, ладно, что, у нас и так неплохой улов. Подводим итоги. Ведра такого большого 20-го, как было запланировано, не получилось. Но больше этого ведра точно. Где-то 2/3 20-ки, наверное, будет. Порадовал, конечно же, налимчик. И вот этот красавец окунь крупный. Все прекрасно, все отлично, все хорошо. На этом все. Сейчас мы закинем эту рыбу живую всю в барабан. Остальное дохлую почистим. Как-то вот так. Встречаемся на вечерней проверке. Всем пока. Так. Вода упала вода. Так. Сейчас проверим, что у нас с язычками вечерними. Выжили, не выжили. Что-то есть живое. Так, смотрим наш садочек.
Если кто умер, признавайтесь. Ага, вижу дохлого. Дохлого забираю. Остальные вроде бы все живы. Плотва живая. Раз, два. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 язей. И плотва. Все живы. Так, ну что, пробуем. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ох, какой кабан. 16, 17, 18, кулыма, 19, ладно, закинем до вечера. 20, 21, 22 язя, в общем, улов. 22 язя, один такой красавец окунь и один налим. Этих возьмем, почистим, а этих оставим здесь. Так, этот вроде тоже скоро. Нет, с жабрами еще дышит, может и живет. В общем, вечером сделаем ревизию. Которые сделают кирдык, будем чистить. Которые живы, пока оставим. Попробуем сохранить до завтрашнего дня. До субботы вообще было бы идеально, но навряд ли. Когда слишком много, тоже дохнут. Пройденный этап. Оба. Дыши! Как-то вот так. Надо побольше садков, 2-3 садка, и можно 2-3 дня рыбу не чистить. Потом сразу хопана. Все это вместе обработать, почистить и все. Когда Валентина приедет. Ай. Как-то вот так. Находим выход из положения. Теперь точно все. Всем пока. Встречаемся вечером.